Год в Сахарова. Наконец-то решилась проблема, которая облетела многие страны мира. Проблема нашего соотечественника. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Трудовой мигрант из Таджикистана сообщил, что после того, как на его ситуацию обратили внимание СМИ, дело сдвинулось с места, и 25 мая суд в России вынес решение о его депортации. Ранее, несколько дней назад, 28-летний Давлатмурод Салимов обратился в радио Азади и пожаловался, что уже почти год находится в Центре временного содержания иностранных граждан Сахарова. Он рассказал, что, приехав в Россию, он потерял свои документы, а в июне прошлого года в ходе проверки, устроенной российской полицией, он назвался другим именем, чтобы избежать депортации. Его задержали и доставили в Центр временного содержания Сахарова Московской области. В июне будет уже год, как его держат в этом спецприемнике, не принимая решения о депортации, не давая возможности мигранту самому покинуть пределы Российской Федерации. По словам Салимова, за время его нахождения в Сахарово он несколько раз обращался за помощью в посольство Таджикистана в России. «Я нахожусь в этом центре с 28 июня 2022 года. Я писал обращение и к инспекторам, и в диаспору, но никто так и не помог мне. И когда сюда пришли представители диаспоры, я им объяснил ситуацию, обещали помочь, но так все и осталось без изменений. Когда я звоню в консульство, они вообще по-другому разговаривают», рассказал тогда Давлатмурод. 23 мая радио Азади направило запрос в посольство Таджикистана в России, чтобы те разъяснили ситуацию с делом этого трудового мигранта. 26 мая посольство Таджикистана в России в письменном виде уведомило, что они в курсе ситуации Салимова и что сотрудники посольства предпринимают меры, чтобы вернуть его на родину. По словам самого Давлатмурода Салимова, после того, как радио Азади обратило внимание на его дело, 25 мая наконец-то состоялось судебное заседание, и судья принял решение о депортации его в Таджикистан. «Мне пообещали, что через 10-15 дней меня отправят в Таджикистан», сообщил Давлатмурод. Случаи длительного задержания таджикских мигрантов без решения суда и без доступа к правовой помощи не единичны. Правозащитники часто критикуют Россию за нарушение прав таджикских трудовых мигрантов. Однако сейчас наблюдается еще одна практика на фоне продолжающейся войны России в Украине и стремления российских властей пополнить ряды своих вооруженных сил за счет трудовых мигрантов. Организованные правоохранительными структурами силовые акции против таджикских студентов и мигрантов в различных регионах России. Еще один гражданин Таджикистана, который уже 25 дней находится в изоляторе временного содержания страны граждан в городе Уфе, рассказал, что каждый день в этот изолятор привозят от 5 до 10 мигрантов, которых задержали за то или иное правонарушение. По словам этого собеседника, не пожелавшего назвать свое имя, большинство из доставляемых – это таджики. По его словам, в настоящее время в этом центре содержится около 70 уроженцев Таджикистана. Выросло число задержанных за счет граждан Таджикистана и в изоляторах временного содержания Свердловской области. Якубджон Умаров, первый заместитель председателя общественного совета, созданного при консульстве Таджикистана в Екатеринбурге, говорит, что они постоянно получают информацию о состоянии задержанных. На прошлой неделе увеличилось количество задержанных таджикских мигрантов. С понедельника мы регулярно отправляем наших граждан домой. В рабочие дни есть ежедневные рейсы в Таджикистан. Сегодня утром я уточнил, сейчас 104 наших граждан находятся в изоляторах. Мы постоянно находимся в контакте с учреждениями, которые занимаются депортацией наших граждан, сказал он в беседе. Вопрос задержания мигрантов в России, большинству из которых вменяют вину в нарушение правил пребывания в стране и затем депортируют в Таджикистан, является одной из самых актуальных тем. За последние несколько лет из России депортировано около 300 тысяч граждан Таджикистана. Таджикские мигранты часто присылают фото и видео, жалуясь на необоснованные ничем задержания и плохие условия содержания в российских изоляторах, а также критикуют таджикские власти за то, что последние не предоставляют никакой защиты. Как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.